Дмитрий напомнил, если вдруг кто забыл, что вы с Кубани, из Краснодарского края, Да. а там соседняя страна, соседнее государство Абхазия. Да. Я подозреваю, что у вас там много источников информации, особенно учитывая еще и тот факт, что там мощная армянская диаспора. И отсюда вопрос. Как бы вы оценили Половина то... этой армянской диаспоры мои родственники. У меня Вот. в Армении родственников нет, а в Абхазии так Вот. И полпятсот. отсюда вопрос, Маргарита. Как бы вы оценили то, что там сейчас происходит, и как Москве себя вести в этой ситуации деликатной, чтобы с одной стороны не показаться слишком жесткой по отношению к тем, кто, как все знают, от нас зависит, но с другой стороны не позволять садиться себе на шею? Меня очень расстраивает то, что происходит в Абхазии, потому что это совсем не чужая мне земля. Я очень много времени там проводила, всю жизнь и провожу. Потому что там жила моя прабабушка. Прабабушка давно у меня по материнской линии, с ее матери линии, все выходцы из Абхазии как раз. Они как в 19 веке из Турции туда переплыли, когда убегали от турок. Так вот там и поселились, и мы летом постоянно у нее там лавровишню собирали, на море купались, гуляли по этой Пицунде. И очень я все это люблю. И езжу туда несколько раз в год обязательно. Я в Армении была 2 раза в жизни. 1 раз с Путиным в командировке, 2 раз с Тиграном. В Абхазии я бываю несколько раз в год всю жизнь. И меня не может это не печалить, как любая турбулентность на близкой мне земле. Что мы должны по этому поводу делать? Самое главное и первое, Максим, мы должны разобраться в этом. Понимаете, для себя. Мы должны понимать, кто там за красных, кто там за белых. У меня нет ощущения, что мы до конца это понимаем, по крайней мере, глубоко и тонко, да? Мы должны четко понимать, что вот эти силы, они пророссийские или хотя бы не антироссийские. А вот эти силы, они уже соросятские, их уже купили американские НКО, турецкие НКО, грузинские НКО, за которыми стоят одни и те же все равно американские НКО. И с этими людьми мы каш не сварим. А эти, наоборот, они вот за родину свою переживают, за Абхазию. С ними надо иметь дело, потому что люди, которые переживают за Абхазию, не могут быть пропитаны антироссийскими настроениями по определению. Да? Вот люди, которые сейчас у власти в Грузии, их же нельзя назвать пророссийскими. Они прогрузинские. Ну, прогрузинский президент или премьер-министр не может быть антироссийским, потому что тогда он идиот. Потому что, идти вот так вот рогами на Россию, как их пытались уговорить, это значит делать все для уничтожения своего собственного государства. Поэтому те силы в Абхазии, которые за Абхазию, они по определению за Россию. Разобраться в этом надо. Я не могу вам сказать, что я сама досконально в этом разбираюсь. Но у меня и задачи такой нет. Я же не занимаюсь этими фронтами. У нас там прекрасно работает наш спутник. Это, собственно говоря, по аудитории главная СМИ в Абхазии вообще. И они тоже очень переживают. Я надеюсь, что здесь уже обращают пристальное внимание на Абхазию. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, и действительно все во всем разобрались, и всем все понятно, и у всех готовы решения о том, как нам себя вести. Я очень надеюсь, что это так, потому что потерять Абхазию как союзника, как наших ближайших, это вообще, это, извините, самоубийство. Вы знаете, например, что от Сириуса, нашего любимого, который президент наш любит, и мы все любим, до Абхазии полчаса пешком, внимание, пешком. Вот просто. Встал и пошел, через полчаса ты в Абхазии. Просто вдумайтесь, если там будет что-то такое нехорошее. Представьте себе масштаб катастрофы.